Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszаю всех детей сюда ближе Иисуса. Нечто вас сегодня мало, pewnie празднуют все праздник. Ось, але запрошую всіх, привітаємося з Єзусом. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Подякуємо Богу за сьогоднішній день. Хвала Отцю і Сину і Духу Святому, як була з прадвеку, тепер і завсёды, і на віки вічні. Амен. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. І як виспалися всі? Выспалися. То добро, будем участвовать в мши святой. Подумайте, за кого будете молиться. Вот только, пожалуйста, не наступаем на те шнуры, хорошо, потому что не будет у нас музыки. Вот, поэтому готовимся до святой мши. Духа Святого. Пан с вами. Вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, на 7-й звичайній неділі. Одразу вам скажу, сьогодні буде вельми тяжка Євангелія. Вона так пригожая, але з другої сторони для чоловіка вельми тяжкая. Сьогодні Ісус буде нам казати, любити наших ворогів, пробачати, молиться, хто жадає нам нещастя. Як любити ворога свого? Як пробачити? Кожен з нас, напевно, носить некоторі рани у серцю, а врагу не пробачення. І сьогодні Ісус хоче кожного з нас вилічити з цих ран. Тому, дорогі брати і сестри, відкриємо своє серце на день Духа Святого, на Слово Боже, яке сьогодні Пан Бог хоче до нас керувати. Спочатку Святої Мши представимо доброму Богу наші інтенції і просьби, з якими сьогодні приходимо до Його.
Да, дорогие детки, давайте тоже сейчас подумаем, да, за кого хочем помолиться особенным способом. Я спробую гэта на святейшую ахвяру за памерлую Лепёткіну Ванду у другой гадавіне пасля смерці, выпрашаючы добрага Бога, прабачэнню ўсіх яе грахоў, вядзенню валадарства небеснае. Перапросім Бога за наши грахи. Спавядаюся і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкай, словам, учынкамі, занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу Найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, і адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага.
помолимся. Усемогутный Боже, покорно Тебе просим, научи нас быть разважливыми, каб словом и чином мы виконували Твое, что Тебе сподоби, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання першої книги Самуэля. У тыя дні падняўся Саул з 3000 чалавек, выбраных сярод сыноў Ізраіля, рушыў пустыню Зіф, каб шукаць у пустыні Зіф Давіда. Тым часам узначы Давід і Абісай наблізіліся да войскаў ягоных і знайшлі Саула, які ляжаў і спаў лагеры сярод палатак. Яго дзіда была ўторгнутая ў зямлю каля галавы ягонай, і Абнер і людзі спалі вакол яго. І сказаў Абісай Давіду: «Сёння пан аддаў ворага ў твае рукі, таму дазволь мне адным ударам прыбіць яго дзідай да зямлі, другого ўжо не спатрэбіцца». І сказаў Давід Абісаю: «Не забівай яго, бо хто можа беспакарана падняць руку на памазаніка пана». Тады Давід узяў дзіду і збан з вадою, які стаяў каля галавы Саула, і яны адышлі. Ніхто не ўбачыў, не заўважыў і не прачнуўся, але ўсе спалі, таму што пан спаслаў на іх глыбокі сон. А Давід перайшоў на другі бок і стаў на версе гары, так што паміж імі была вялікая адлегласць. І Давід закрычаў Саулу: «Вось каралеўская дзіда, няхай адзін са слугаў прыйдзе і возьме яе, а пан адплаціць кожнаму паводле справядлівасці і вернасці ягонай. Бо сёння пан аддаў цябе ў мае рукі, а я не захацеў падняць руку сваю на памазаніка пана». Гэта Слово Божие. Милосердный есть Пан и ласкавый. Милосердный есть Пан и ласкавый. Благослови душа моя Пана, и усё нутро мое имя Яго святое. Благослови душа моя Пана, и не забывай про усе Яго добродействы. Милосердный есть Пан и ласкавый. Ён отпускай усе беззаконні Твое и вылечвае усе Твое хваробы. Ён жыццё Твое ратуе от загубы, літасцю і милосерднасцю Тебе коронуе. Милосердный есть Пан и ласкавый. Милосердный есть Пан и ласкавый, долготерпливый, шмат милостивый. Не поступай с нами поводле грехов наших, и не отплачивая поводле провинов наших. Милосердный есть Пан и ласкавый. Як далеко усход от заходу, так отдалил от нас ён наши провины. Як літується батька над синами, так смилуется Пан над тими, хто Яго боится. Милосердный есть Пан и ласкавый.
Послання святого апостола Павла та Коринтянам. Брати, перший чоловік Адам став живою істотою, а пошний Адам животворним духом. Але не духовне перше, а тілесне, потім духовне. Перший чоловік був земний, другий чоловік з неба. Який був земний, такий і земний, який небесний, такий і небесний. І який ми носили в образі земного, так будемо носити в образ небесного. Это Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Новую заповедь даю вам, каже Пан, как вы любили один одного, як я полюбил вас. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Приглашаю сейчас деток ближе, которые еще на костеле, может, спрятались где-то с родителями, приглашаю ближе. Давайте послушаем сейчас очень важно такое Евангелие, которое сегодня Пан Иисус хочет с нами поделиться. Пан с вами. Читание Святого Евангелия Павла Луки. У той час Ісус сказав своїм учням: «Кажу вам, хто слухає, любіть ворогів ваших, добро робіть тим, хто вас ненавидить, благословляйте тих, хто вас проклинає, молітеся за тих, хто вас кривдить. Тому, хто ударив тебе по щоце, отстав і другую, і тому, хто відбирає тебе плащ, не забороняй узяти кашулю. Кожному, хто просить у тебе, давай, і від того, хто взяв твоє, не домагайся звороту. Робіть людям так, як хочете, щоб вони вам робили. Бо коли любите тих, хто любить вас, яка вам за це подяка? Бо грешники так само люблять тих, хто їх любить. І коли чините добро тим, хто вам чинить добро, яка вам за це подяка? І грешники роблять те саме. І коли позичаєте тим, від кого сподіваєтеся отримати назад, яка вам за те подяка? Бо і грешники позичають грешникам, щоб отримати стільки ж. Але ви любіть ворогів ваших, і чиніть добро, і позичайте, не чекаючи нічого взамін, і буде узнагорода ваша велика, і будете синами Найвищого, бо Він ласкавий до неудячних і до злих. Будьте милосердными, як і Отец ваш милосердный. Не судите, и не будут судить вас. Не осуждайте, и не будут осуждать вас. Пробачайте, и пробачать вам. Давайте, и будет дадено вам. Меру добрую, утиснутую, утресенную, и сверхом отсыплють вам у подаль ваш. Бо якою меру мераете, такой и вам будет отмерено. Это слово Пана. Ну что, как ваши дела? Хорошо все? Как плохо? Что плохо у тебя случилось? Ничего не случилось, но все равно плохо, да? Школа завтра? Ты что? Ты не выспался завтра в школу. Ну ничего, придешь после костела, можешь себе еще поспать. Или уроки будешь делать. Уроки. Ну видишь, что-то за что-то. Хорошо. Дорогие детки, случалось ли в вашей жизни такое, что вы с кем-то поссорились? Поругались, поссорились, держали обиду. Было такое? Как вы себя тогда чувствовали? Хорошо? Поссорился. Ха-ха. Хорошо себя чувствуем. Нет? А когда вы поссорились, долго времени разговаривали с друг другом? Или быстро? А после ссоры миритесь быстро или очень долго? Быстро? А кто первый приходит попросить прощения? Вы или те, кого вы с кем поссорились? Ты приходишь первая? Или кто-то приходит, должен прийти и вас и сказать: ну, прости, пожалуйста, меня, да? Так или нет? Нет? Вы первые идете? Хорошо.
Скажите, прощать легко или сложно? Ну? Сложно. Сложно? Не так-то просто. Ну, давай. Прощать легко. Прощать легко. Видишь? Хорошо. Но кто-то еще какое-то мнение? Смотрите. Какие-то мелкие, кто-то нас, например, обзовет, может, какие-то мелкие такие обиды нам легко простить. Да, потому что, сказал, даже порой не буду даже обращать внимание, когда в классе кто-то, может, обзывается, даже на него уже не перестаю обращать внимание. Но есть такие обиды, когда действительно очень сложно простить. Очень сложно. И когда мы не прощаем, что в наше сердце может родиться? Ну? Грех. Грех. Что еще может родиться в нашем сердце? Ну? Зло, гнев. Злость, гнев. А что еще такое? Ну? Дьявол. Ну, хорошо. Ну? Сатана. Ну ладно, одно и то же. Хорошо. Что может родиться в сердце человека, когда он долгое время не может простить? Что может родиться? Месть. Может родиться месть. Человек может начинать мстить. И это очень тяжелый грех, то есть очень сложно, когда человек настолько погрузился в свою обиду, да, что готов даже пойти мстить. Это очень сильно и сильно тяжело. Почему я вам все это сегодня спрашиваю? У вас такие вопросы. Сегодня Иисус в Евангелии говорит очень такие слова. Очень важно для каждого из нас, но для человека очень тяжелые в реализации. Да, чтобы эти заповеди, которые сегодня Иисус говорит, да, то, что сегодня Он нам говорит, это сложно человеку исполнить. Он сегодня говорит нам: любите ваших врагов, молитесь за тех, кто вас преследует, и благословите тех, кто вас ненавидит. Странно, да? Как можно любить своего врага? Вот если я буду постоянно над тобой издеваться, ты бы любила бы меня? Нет, да? Конечно. Когда кто-то нам делает плохо, мы должны его прийти и сказать: ой, спасибо большое, что ты меня обидел. Да? Такая наша реакция? Какая наша реакция? Когда кто-то нас обижает, обзывает, ненавидит нас, какая наша реакция? Ну? Злая. Злая. Какая еще? Ну? Обидчивая. Обидчивая, да, приходишь такой: снова этот пришел мальчик, сколько уже можно, да? Ну? Потом мы начинаем грустить. Это. Хорошо. Ну, что-то еще? Ну, давай. Плохая ситуация есть. Да. Очень плохо, да? То есть каждый человек себя начинает очень ужасно чувствовать. Очень плохо чувствовать. И вот поэтому Иисус сегодня говорит, но Он говорит немножко о другой вещи. Надо любить. Мимо всего прочего, надо полюбить человека, простить его, да, и замолиться за этого человека. Нам проще кого-то обговорить, правда? Вот кто-то пришел, нам проще его обговорить, да, он такой-сякой, да, но, а стоит, да, за него помолиться, за этого человека? У нас уже говорим: нет, он мне плохо сделал, я за него не буду молиться, я не буду, знаешь, делать ему хорошо. Да, потому что человек все время может находиться в состоянии ненависти, гнева, да, непрощения. Но Иисус сегодня говорит об очень важной вещи. Надо полюбить, надо научиться прощать. И сегодня мы с вами разберем, посмотрим на примере, что будет с человеком, который долгое время не будет прощать. Хорошо? Посмотрим? Иди сюда. Не бойся. Не бойся. Пусть он идет. Ну иди сюда. Давай. Ты посильнее. Как тебя зовут? Илья. Иди сюда, Илья. Не бойся, бить не буду. Хорошо, смотри, Илья. Одень портфель. Да, одевай портфель. Скажите, тяжело с портфелем ходить? Тяжело? Нет, легкий, да? Очень легкий. Смотрите. Сейчас мы будем загружать, это портфель будет как наше сердце. Сейчас мы будем в портфель наш загружать наши обиды. Как будто кто-то в школе нас обидел какими-то мелкими обидами. Мелкими обидами. Пошли первые мелкие обиды, вторые мелкие обиды, третьи мелкие обиды. Кто-то нас обозвал, кто-то что-то сказал. И скажи, Илья, тебе тяжело? Ну, можешь ходить еще? Можешь ходить, да? Но что-то уже чувствуешь, правда, на плечах. Что-то уже почувствовал, да? Хорошо, это первый уровень. Это первый уровень обид. Следующий уровень обид
Когда мы говорим человеку, я тебя ненавижу, я тебя ненавижу, и тогда наступает второй уровень обид. Илья, как ты себя чувствуешь? Можешь хотеть еще? Ну иди сюда. Давай еще одного тогда. Ненависть. Полегче? Ходить сможешь, но возвращайся обратно. Хорошо. Но это еще не край. Есть третий уровень обиды. Это самый сложный. И многие люди с этой обидой ходят до конца своих дней и не могут простить. Этот уровень называется «Я тебе никогда в жизни это не прощу». Я тебе никогда в жизни этого не прощу. Пусть ты будешь инвалидом, пусть ты будешь кем угодно, я тебе этого никогда не прощу. И это самый сложный уровень нашей обиды. Пройдешься? Как тебе, Илья? Легко ходить? Ну? Нормально. Нормально? Тихо, тихо, не падай, не падай. Смотрите. Да? В принципе, можно ходить, правда? Илья, можно ходить? Могу, только тяжело. Вот, тяжело. И смотри, как вы думаете, детки, какое будет лекарство, чтобы все-таки легче стало человеку? Ну? Надо простить человека. Вот именно. Когда мы простим человека, снимается груз чего? С чего снимается груз? Как это называется? Нет, вот это что? Плечо. Груз Груз. с плеч. Снимает груз с плеч. Ну как, Илья, легче? Видно, что легче. Снять груз с плеч. Человек так говорит, что мне сняли груз с плеч, стало легче. Вот именно, дорогие детки. Когда мы держим обиды, когда мы входим в этот грех, он наполняется таким комом, как камни эти, все тяжелее и тяжелее. И когда человек идет на исповедь, он снимает. Он приходит к этому человеку и говорит: я тебя прощаю, извини меня, проси прощения. Человек снимает этот груз с плеч и чувствует себя свободным. И поэтому, дорогие детки, я вас призываю снимать этот часто груз с плеч. Не держать обиды. Потому что мы делаем только себе хуже. Не тому человеку, кто нас обидел. Мы только делаем хуже себе. Поэтому мы должны давать пример. Пример того, что мы должны прощать друг друга. Тогда мы будем суперхристианами. Хорошо? Договорились? Дорогие родители, дорогие братья и сестры, сегодняшняя тема на самом деле очень сложная. Да, для детей это, конечно, приятно было посмотреть, но если мы посмотрим на нашу жизнь, на самом деле это очень сложно. Знаете, очень легко сказать кому-то: прости. Да? Ну вот, я не знаю этого человека, я не знаю вашей ситуации. Я говорю: там, Матвей, Андрей, простите, помиритесь. Потому что ситуация, это меня не касается. И мне проще сказать. Но когда эта ситуация касается меня, моей жизни, моей семьи, моих близких, простить человека на самом деле много-много сложнее. Да, как простить убийцу, как простить измену, как простить разные ситуации жизненные. Это на самом деле очень-очень сложно. И понимаете, когда мы входим в этот грех ненависти, грех непрощения, на нашем сердце образуются огромные раны. А почему человек не может простить? Не задавались таким вопросом? Почему, по какой справедливости мы сегодня живем? А живем мы еще, дорогие мои, по закону Хаммурапи. Око за око, зуб за зуб. Вот для меня это справедливость. Все. Он мне сделал зло, я ему тоже должен в отместку сделать зло. И таким законами, такими правилами живет сегодняшний человек. И эти раны на сердце становятся все больше и больше, глубже и глубже. Когда-то я общался с одной женщиной, которая хотела выговориться, поговорили с ней, и в конце я задаю вопрос, просто логичный вопрос, после всего этого разговора: простишь ли ты эту девушку? Я ее никогда в жизни. Да, лучше, чтобы она погибла, но не прощу никогда в жизни. И с этой раной ходит человек. И знаете, дорогие братья и сестры, раны непрощения, они очень сильны. Сатана очень сильными пользуется. Потому что эти раны, они очень долго загаиваются, долго заживают. Поэтому, дорогие братья и сестры, Иисус нам сегодня как раз-таки говорит: учимся прощать, пробуем. Да, не с первого раза. Да, может, как-то не получается, но пробуем еще раз. И чтобы это не просто было голословно: да, дорогой, я тебя прощаю, но 12 февраля 2015 года, 12:47, я тебе это еще припомню. Да, до секунды буду помнить.
Но если я прощаю, значит, я прощаю полностью, всем сердцем. Хотя бы делаю первые шаги к этому. Даже если видим, что поссорились с братом, с сестрой своей, приходим, делаем первые шаги. Потому что к этому Иисус сегодня призывает каждого из нас. Чтобы эти раны сегодня залечить. Пригласите сегодня Иисуса. Если у тебя есть рана обиды, рана непрощения, пригласи сегодня Иисуса. Начинай работать над собой. Потому что Иисус готов сегодня вылечить все ваши раны. Призываю вас к этому, дорогие братья и сестры. Аминь. Визнаємо нашу віру, віру в єдиного Бога. Бога, святого святла, Бога собравного, Бога собравного, Боженого, Тимона Отцу, раз якого все сталось, для нас людей, и для нашего избавления, пришел с неба, и изразился Духа Святого, Девы Марии, Душу человека, жива так само за нас, при Понском Пилате, замученный и похованный, на третий день воскрес для Писания, до неба, взятись права ручайца, и за укрытие в хвале судьи живых и поверных, и благодарства не будет конца, верует Духа Святого, и Животворцу, и из Отца на Сына походить, кому разом с Отцом и Сыном лежит поклонение и хвала, який промовляв раз пророков, Визнаючи нашу віру в Ісуса Христа, узнесем до Бога Отца през Його посредництво нашей супольной молитвы и просьбы. Молимся за святий костьол, каб ён з удячністю прославляв Бога і вів усіх до збавлення. Тебе просим. Молимся за святого Отця, каб тяжкості, з якими ён сустракається падчас обвящення Христового вучення, умацовували його віру. Тебе просим. Молимся за тих, хто обороняє право чоловіка, каб їх намагання принесли чаканный плен. Тебе просим. Молимся за тих, хто прагне Божого пробачення, каб яны адважиліся приступить до сакраменту покаяння. Тебе просим. Молимся за парафії, якія не мають святыні, каб яны змаглі як мага хутчэй яе пабудаваць. Тебе просим. Молимся за нас, собраных каля алтара Пана, каб наши семьи жили у любови и згоде. Тебе просим. Молимся в інтенції Святої Мши за Лебедкину Ванду, у другой годовине після смерти, каб яна могла бачити Бога з твару в твар Тебе просить. Боже, добрый, выслухай наши молитвы, одари потребными ласками тих, за кого мы сегодня молимся, през Христа, Пана нашего. Любви,
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу веру принял Бог Отец Всемогутный. Прими веру Твою, благослови имя Своего, а так само на користь нам, всему Костелу Святому. Боже наш Ойче, с належною пошану складаючи на святейшую веру, покорно от Тебе просим, как она была Тебе на хвалу, а нам на збавление, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. За правды годно это справедливо, слушно и споведно, как мы завсюду всюду Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, всемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего, бою злитости до грешного человечества, народился с Панной Марией, про свою муку на крыже вызволил нас от вечной смерти, а про свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому с анёлами и архангелами и с усими святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом с ними ускликаючи. Святый, святый, Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна, госанна, на вершине, госанна, госанна, на вершине. Благословленный, кто приходит в имя Пана, Госанна, Госанна, на вершине, Госанна, Госанна, на вершине, Госанна. Справді Боже Ти святий, криниця усілякої святості, тому єдності з усім Костелом. У перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес і спасал апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, усемогутный Боже. Освяти гэтыя дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб, и подяку Тебе складаючи, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта есть тело мое, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері узяв келіх, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його всі, бо гэта есть келіх крові моєї, нового і вечного заповіту, яка за вас і за многих буде пролита для відпущення грехов. Гэта чините на мою пам'ять». Это великая таемница веры, обещаем смерть Твою, Пане Иису, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале.
Успоминаючи смерть і з мертвих повстання Твоєго Сина, ахвяруєм Тебе, Пане, хліб життя і келих збавлення. Дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служить Тобі. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по усім світі. Удоскональ його у любові, разом з папом нашим Франтишком, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення. І про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага світу, і дозволь йому бачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили уделу житті вічним, у єдності з Найсвятейшою Богородицей Панною Марией, со святим Юсифом і Ябранником, со святими апостолами, усіми святими, які спрадвеку подобалися Тебе, как зимі ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоєго, Ісуса Христа. Раз Христа с Христом и в Христе, Тобі, Божой, що всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усе веки вечные. Памятуючи збавленные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святым будь имя Твое, приди владыцтво Твое, будь воля Твоя, яко небе, так и на земле. Хлеба нашего, что днем нам дай нам сегодня, и отпусти нам вины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, а избавь нас злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злога, дай ласкаво супокойні наші, да поможи нам у милосердності Твоєї, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавца нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, які живеш і володариш на віки вічні. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Боже,
Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликані на вечеру ягоною. Пане, я не вартий, каб ти вошел до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя.
Молимся. Всемогутний Боже, ученикам ми досягнули избавления, за так якого отримали в этом сакраменте, праз Христа Пана нашого. Пане Єзу, про заступництво Марії, Маті Твоєї, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво того Юзефа чоловіка до віру, який піковався Тобою після народження. Прошу Тебе, в інтенції гэтага ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновить і якое знаходиться в небезпеці аборту, прошу дай його батькам любов і отвагу, каб яны не збивали свайго дитяті, а покинули йому життя, якое Ти сам гэтому дитяті предвизначив. Амин. Слухаем парафіяльныя аб'явы. Святы ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступнае ружанцовае колы ў панядзелак Маці Христовай, у аўторак звеставання Пана ў сераду Маці Божай Тройчы Прадзіўнай, у чацвер каралевы пабожных школ, у пятніцу каралевы супакою, у суботу каралева апостала, у нядзелю о 18 гадзіне Маці Божай Суцяшальніцы. На гэтым тыдні ў літургіі касцёла адзначаем 1 сакавіка, першая субота месяца, падчас якой ушаноўваем беззаганнае сэрца Найсвяцейшай Панны Марыі, набажэнства да Маці Божай о 9 гадзіне пасля супольнага ружанца, 2 сакавіка, першая нядзеля месяца, адарацыйная пасля імшы о 9 гадзіне, адарацыя Найсвяцейшага сакраменту да гадзіны 13, пасля імшы о 13 гадзіне ўрачыстае благаслаўленне і змена ружанцовых таямніц. З рацыі таго, што збліжаецца час Вялікага посту, прыпамінаем, што да касцёла можна прыносіць асвячоную ў мінулым годзе вярбу, каб спаліць яе і прыгатаваць попел, якім будуць пасыпаны нашыя галовы на пачатак Вялікага посту ў гэтым годзе. Складаць вербы просім у вызначаным месцы, уваходзячы да касцёла з правага боку, багапрыносім толькі галінкі вярбы, без знешніх упрыгожванняў. Пры выхадзе з касцёла і ў закрыстыі таксама можна набыць новы нумар дыяцэзіяльнай газеты «Слова жыцця». Дзякуем усім, хто бярэ чынны ўдзел у жыцці парафіі, дзякуй усім за добрую волю дапамагаць нашай парафіяльнай супольнасці працай, ахвярамі і малітвай. А на гэты тыдзень працы і абавязкаў прымем Божае благаслаўленне. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przynajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przynajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przynajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.